Как подать заявление на процедуру внесудебного банкротства? Первый шаг – узнать о своих долгах. Для этого нужно зайти на сайт кредитного бюро. Для применения внесудебного банкротства сумма долга не должна превышать 5 520 000 тенге, а срок просрочки по платежу должен быть более 12 месяцев. Второй шаг – узнать, имеется ли имущество в личной или в общей собственности. Для этого зайти на портал электронного правительства e-gov.kz. Третий шаг. Необходимо приложить документ об урегулировании долга с кредитором, банком второго уровня, либо микрофинансовой организацией. Документом урегулирования считается отказ банка в урегулировании, копия заявления, либо подтверждение о направлении заявления в электронном формате в случае отсутствия ответа банка. Важно знать, если вы получали последние 6 месяцев адресную социальную помощь, то применение процедуры внесудебного банкротства производится, даже если не прошло 12 месяцев просрочки по платежу. При наличии непогашенных кредитов в течение 5 лет, несмотря на сумму долга, наличие имущества, вы можете подать на внесудебную процедуру банкротства. В этом случае не требуется ответ банка или микрофинансовой организации об отказе в изменении условий договора. Четвертый шаг – удостовериться в наличии регистрации номера телефона в базе мобильных граждан. В случае отсутствия зарегистрироваться на сайте e-gov.kz. Пятый шаг – отправить заявление о применении процедуры внесудебного банкротства через портал электронного правительства. Или мобильные приложения ЕС-Алгазамат, либо на бумажном носителе через ближайшее отделение Центра обслуживания населения. Шестой шаг. При заполнении заявления о применении процедуры внесудебного банкротства получить согласие супруги или супруга на сбор и обработку персональных данных через СМС-уведомление от сервиса 1414. В случае отказа супруги или супруга заявление отправки не подлежит. Седьмой шаг. Получить результат рассмотрения заявления через СМС-уведомление от сервиса 1414 в течение 15 рабочих дней. Необходимо знать последствия после объявления